Эту удивительную на самом деле книгу написал татарский филолог, ученый, писатель из Набережных Челнов Рафис Салимжанов. Выпуск 15. Европа бесштанная. Европа тоже взяла от тюрков многое. Она когда-то была бесштанная и ходила в юбке. Я говорю о мужчинах. Видели вы когда-нибудь национальную одежду у шотландцев? Это одежда Древней Европы. Злые языки утверждают, что именно тюрки принесли в Европу штаны, что означает «эчке-тун» – внутренняя одежда. Тун в древнетюркском означал любую одежду. «Эчке-тун» и «штан». Штаны, ладно. Тут дела обстоят гораздо хуже. Например, сижу, смотрю телевизор. Этот шоу в Англии называют... Английское шоу близок по звучанию, по смыслу к тюркско-татарскому слову «шау». Случайность? Пожалуй. Но есть в английском языке слово «baby» – ребенок, который так сильно напоминает тюркско-татарское «baby». Есть еще слово «тыш» – зуб, который по-татарски «тэш», а у них «тыш». Есть в английском языке слово «бут» – нога, аналогичное тюрко-татарскому «быт». Есть еще слово «аус» – «аус» – рот, аналогичное «аус» – «аус», «аус». Есть слово «босс», аналогичное тюркско-татарскому «баш». Есть слово «баз», которое означает подвал, бас. Есть слово «шок», которое означает то же самое «шаккату». Шак и раибкату. Шакмак. Шаккату, это то же самое, что шок. Есть слово «бош», которое на татарском языке звучит «буш», который означает чепуху. Случайность? Пожалуй. А вот после просмотра американского фильма «Секс в большом городе», английское «секс», тюркско-татарское «сгш». Извиняюсь, конечно, за крепкое тюркско-татарское нецензурное выражение. Да, я понимаю, это все случайно. И шоу, и бэби, и секс, и шак, и все остальное. Однако, как говорит великий народ чукча, почему же все эти случайные явления случаются по всей планете так закономерно? Между прочим, встретиться с сильным противником у англичан все еще звучит «нарваться на татар». Пожалуй, тоже случайность. Кстати, в городе Набережные Челны есть магазин «Аква», войдя в которую, в эту «Акву», и приобретая кое-какие трубы для сада-огорода, я вдруг там же и вспомнил, что же напоминает мне это слово. Да, припомнил, что вода течет по-татарски «ага», «ага аква». Не так далеки по звучанию и по смыслу. Во всяком случае, не так далеко, как далек евроцентризм от настоящей науки. Вспомните из учебников акведуки, которые строили для подвода воды, которые похожи на тюркский кыдыккые, колодец. Между прочим, есть еще акварельные краски, которые в своем составе имеют воду. Уже появляются новые исследования, в которых изучается взаимосвязь тюркского, латинского и итальянских языков. Ладно, куда это я? Случайности все это. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Следите за нашими выпусками. Продолжение следует. Давамы вам.